Благоустройство сельских территорий – одна из приоритетных задач. Сейчас очередь дошла и до сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района. Строительство детского сада здесь начали еще в 2013 году. Из-за отсутствия финансирования этот объект превратился в долгострой. И только недавно строительные работы возобновились. Сельское поселение нуждалось в садике. Здесь дошкольных детей около 600 человек, поэтому нехватка дошкольных учреждений, отсутствие дошкольных учреждений сказывалось. Но сейчас данный садик был заложен лет 5 назад, но строить начали только летом этого года. Ну, подрядчик рассчитывает сдать данный садик, сдать этот объект в конце февраля 2020 года. В основном кладка ведется, освоена, процентов 40 работ сделано. Жители села в любое свободное время приходят сюда понаблюдать за ходом строительства. Они с нетерпением ждут окончания и ввода в эксплуатацию первого и единственного дошкольного учреждения в их селе. Я в этом селе уже живу лет 15, наверное, даже больше. То, что садик строится, очень довольны. Они работают чистой совестью. Даже бывало время, что до самого утра работают, без перерыва. Вот одни отдыхают, как будто и вторые работают. Всего в селе около 600 детей дошкольного возраста. Но этот детский сад может вместить только 220 детей. Соответственно, необходимо строительство еще одного. И это, по словам главы администрации населенного пункта, лишь вопрос времени. Из объектов социального значения на территории функционирует общеобразовательная школа, амбулатория, дом культуры и детско-юношеская спортивная школа. Дом культуры по федеральной целевой программе «Культура России» здесь появился в 2018 году и с тех пор ведет активную работу. У сельских детей есть прекрасная возможность проводить свой досуг. Функционирует в ДК несколько кружков – музыкальный, творческого объединения и литературный. В планах у руководителя после Нового года запустить еще один кружок декора. Узнала, вот как нужно сушить цветы, при какой температуре, в зависимости от цветов. Вот, допустим, у нас розы, да, вот эти розы высушены вот на этой вот вешалке, вот в таком вертикальном положении, и только тогда они будут вот такие вот бутончиками. То есть, есть такие всякие хитрости, тонкости, с которыми они поделились. Вот сейчас я их применяла. Я думаю, девочки с удовольствием будут приходить сюда. Действует здесь и Центр патриотического воспитания молодежи «Терский хребет». В нем же создан музей, где собраны экспонаты, найденные поисковиками отряда «Малгобек». На самом деле очень интересная тут экспозиция, и даже вот у нас были поисковики из соседних республик, вот в частности из Кабардино-Балкарии, из Нальчика приезжал целый отряд поисковой, которые заметили, что вот эти артефакты очень дорогие. И даже удивительно, что тот, кто их обнаружил, принес их сюда. Также, к сведению жителей республики, руководством Дома культуры запущен мобильный пункт «Поисковое движение России в Республике Ингушетия» по приему заявлений от родственников защитников Отечества, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941 по 1945 годов. Детско-юношеская спортивная школа построена еще в 1997 году. За эти годы тренерский состав школы воспитал несколько поколений именитых спортсменов, чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы. Обычно ребята занимаются в вечернее время. В ФОКе функционирует несколько видов спорта – бокс, кикбоксинг, карате, дзюдо, бодибилдинг. Для успешного развития спортсменов необходимо вывозить ребят на соревнования, а для этого нужны средства, считает директор ФОКа, заслуженный тренер России по дзюдо Руслан Аксаков. В Анапе у нас участвовали спортсмены, там 5 вторых мест заняли наши юноши, 5 третьих мест заняли. Перед этим неделю назад они участвовали в Оленюрте, открытие первенства республики был по самбо. Там у нас 17 первых мест, 17 вторых и 19 третьих мест. Особая проблема в селе с водой. Из-за изношенности водопроводных сетей часто происходят порывы. При возникновении подобных аварийных ситуаций без воды остается практически все село. То уже yerga rayonda qolish, yurtda qolish qo'lyapmiz. Bak, zadvishki стояла, yer turmaz yo'q kedik. Hasta previo yurt. Sabrgaz hozir havo cho'qqa yo'q. Sabrgaz o'taydi, shit yurt uspevadi, так yaxshi.
Фалтыла задвижки жастар ульта задвижка лежит закон. Турба жерг жоқ келди духамалер. Да, хакла хазырета. Успевать да то. Постоянно хазыр жоқ задвижки хамдаш положение есть. Основана Зязиков-юрт в 1994 году в связи с необходимостью переселения жителей из опасной оползневой зоны. На сегодняшний день здесь проживает около 5000 человек. Зухра Дугиева, Магомед Даскиев, Новости 24.